описание стратегии и либо для себя, либо для того, чтобы этой стратегии, этой модели обучать, передавать. Да? И как раз NLP позволяет описывать навыки, которые при помощи других языков описания очень сложно структурируются и сложно их зафиксировать. Ведь ровно с этого и возникла NLP, когда пришли Бендер с Грейдером к Милтону Эриксону, Вирджинии Сатир, Фрицу Перлсу. Они говорят, что вы такого делаете? Да? Помните, вот, не случайно первая книга называется «Структура магии». 1975 год. В чем это волшебство? В чем это магия? Что просто говорят слова друг другу, но жизнь человека меняется. Здесь я всегда обычно вспоминаю, у Стругацких есть хороший роман «Понедельник начинается в субботу». Может, читали? Вот поэтому по мотивам этого романа был снят фильм «Чародей». Там «Три белых коня», песня, вот этот фильм. Это он по мотивам романа. И там вот это было ничего, научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. И там все волшебники были. Вот когда туда Иванушка попадает, он говорит, ну и что вы там, можете там, да легко. И что там, человека в козленочка, козленочка в человека. Говорит, сейчас любой троечник может это. А вот лютую зиму из души достать, да весну туда поселить. Вот это волшебство. Вот это настоящее мастерство. И в этом плане как раз почему моделирование? Потому что они первым делом спросили, что вы такого делаете? И начали рассказывать. Как вы думаете, что им рассказывали? Метафоры. Потому что тот навык, который у нас на автоматизме, тот навык, который мы делаем великолепно, он в большинстве случаев плохо осознается. Вот для нас это как спонтанно, для нас как воздух, он дышать. Да? В этом плане как раз так называемая зона неосознанной компетентности. И как раз это дает возможность спонтанности. И когда какие-то навыки уходят на автоматизм, то мы тогда имеем ресурсы сознательного внимания, которые параллельно с этим еще какие-то задачи решают. Да? Так вот, там Милтон Эриксон рассказывал, что работать с клиентом — это как восхождение на гору. Что вы поднимаете человека, помогаете человеку подняться на его проблемы, и вы его поддерживаете в этом пути, обучаете его преодолевать, в то время, когда он делает шаг за шагом вверх, оказавшись на вершине холма, он может оглянуть течение реки жизни, расправить крылья, подняться, начать скользить, будучи уносимся ветром, рядом с облаками, наблюдая за тем, какие изменения вы хотели бы произнести в ландшафте вашей жизни. Вы там выходите из танца, когда будете готовы. Вирджиния Сатир рассказывала, семейное консультирование — это как танец. И очень важно со стороны почувствовать, где нарушен ритм. Потому что одна из задач, так уже структурно, одна из задач любых каких-то систем, да, это генерация состояний. И когда вы видите, что происходит некое нарушение, сбой системных паттернов, вы присоединяетесь к этому, начинаете кружиться, после чего делать шаг в сторону, и семья продолжает кружиться в этом танце дальше. Фриц Перлс говорил, это надо почувствовать, это идет из души, ты живешь этим. И вот таких замечательных историй, они наслушались вдоволь. Эти истории классно украшают все книги, но возник вопрос, а что реально люди-то делают? Что такого делать нужно, чтобы получать те же самые результаты? Они поставили кинокамеру и стали смотреть, ребята, работайте, мы будем вас просто снимать и расписывать. Грейдер был психолингвистом, он анализировал структуру речи. Да? Ричард Бендер, он серьезно изучал гештальт, но при этом он был математиком, программистом, он был системщиком. Он увидел некоторые повторяющиеся поведенческие паттерны закономерности. Да? В этом плане, в чем прелесть NLP, что мы говорим не только про кинестетику, да? У нас еще и такое количество репрезентативных систем, и логические уровни, и метамодели, и, соответственно, там и метапрограммы, и позиции восприятия и так далее. Собственно, в этом плане как раз моделирование — это то, с чего начинался NLP. И вы, освоив инструмент моделирования, можете делать свое NLP в тех областях, которые вам нужны, вам интересны. Изучайте модели успешных, описывайте их, создавайте какие-то из этого некие ритуалы, практики для себя. Обогащайте свою жизнь, жизнь тех, кто рядом с вами. Если посмотреть, мало ли кто-то знаком с такими программами MBA, то там в обучении руководителей, владельцев бизнеса, там разные бывают специализации, но не суть. Во многом же там происходит обучение через обучение моделям.
моделям анализа ситуации, моделям принятия решений, моделям, соответственно, там, каких-то там структурирования бизнес-процессов и так далее. Модель. Собственно, в НЛП, если посмотреть на любую технику из курса НЛП практики, это модель. Это как раз определенная последовательность шагов, которые приводят к определенному результату. Собственно, вот в этом смысле действительно моделирование это то, чем вроде бы как мы завершаем курс мастера, но одновременно с этим это то, с чего начиналось НЛП. И завершая круг, можно двигаться вперед. А вообще после мастерского курса интересно зайти на курс НЛП практика, чтобы посмотреть, что на самом деле тренера там творят. Уже с мастерскими фильтрами, потому что я раскрою маленький секрет. Одна из задач тренера на курсе НЛП практик — не сказать лишнего. Потому что, потому что как только ты сказал слово убеждение там, или метапрограммы, все, а это что такое, да? И приходится отшучиваться. Да, там на мастер заходите, там узнаете. Так что в этом плане здесь у вас же в гости, уже традиционное киргизское гостеприимство никто не отменял, да? Да. Ну, слава Богу. Окей, хорошо. Думаю, еще пока никто не с вами. Ладно.